В этих местах я не была ровно 27 лет, с 93-го года. Татьяна Кочиева, ветеран Отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена Леона, приехала на войну, когда ей было 16 лет. В родном Черкесске у нее были семья, друзья, занятия спортом, а в пылающей чужой Абхазии только любимый человек – Омар Кочиев, который с первых дней войны встал в ряды северокавказских добровольцев, воевавших под командованием Мухаммеда Килба. Не сказать, что Татьяна отправилась воевать осознанно. Просто прощаясь на вокзале, Омар не отпустил ее руки и в последнюю секунду затащил в поезд. Татьяна не любит вспоминать войну, и автору фильма, журналисту Дмитрию Статейнову, пришлось долго уговаривать ее сниматься. С Татьяной знаком я лет 6. Год мы с ней общались. Я не знал, что она воевала, не знал, что она ветеран. Мне моя супруга сказала: ты в курсе, что вот Татьяна так-то, она вообще-то воевала? Я говорю: как? И потом уже начал расспрашивать ее, и мне пришлось 3 месяца ее уговаривать, чтобы она снялась. Я говорю: должны ветераны-герои рассказывать о войне, настоящие. Министерство культуры Абхазии оказало поддержку в организации премьерного показа фильма. Внештатный советник министра культуры по делам кинематографии Александр Басария анонсировал открытие Абхазского фонда кино. Для развития кинематографии, я думаю, что у нас в ближайшее время будет объявлен специальный фонд кино, где мы поймем, какие у нас есть специалисты, что у нас есть и как мы дальше будем развиваться в области кинематографии. Но я думаю, что в будущий год, я думаю, что уже Абхазия сможет начать снимать свои художественные игровые фильмы. У моего будущего мужа Омара был пулемет, и назвал он его в честь меня. Танюшей. После фильма зал долго стоя аплодировал главной героине. Многие прослезились. Та поездка в Абхазию навсегда изменила жизнь Татьяны Кочиевой. Ее супруг Омар ушел из жизни в 2003-м, а она так и осталась жить в Сухуме, рядом с друзьями, которых приобрела и потеряла. Мне до глубины сердца очень приятно все, кто посчитал нужным прийти на презентацию фильма Дмитрия Статейнова. И тем более сегодня такой памятный день, день рождения моего товарища, который погиб в мартовском наступлении. Ему тоже 19 лет было. Руслан Пилия. Да, сегодня он бы мог тоже большой вклад внести в республику, в строение республики. Но судьба так распорядилась, что очень много судеб ушло с этой жизни. Директор Музея боевой славы, ветеран Зиябея, не скрывая чувств, благодарила автора и героиню за прекрасную документальную работу. А атаман Вадим Мироненко передал Татьяне Кочиевой орден участника боевых действий, который был присвоен ей решением Совета казаков-ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Надежда Боровикова, Раму Камки, Абаза ТВ.